Глава Коми поручил правительству ввести ежегодную выплату на детей, страдающих целиакией. По данным Минздрава, в республике 24 ребенка с редким генетическим заболеванием. Эти дети могут принимать пищу исключительно без глютена. Но стоят такие продукты недешево. Законопроект обсудили региональные парламентарии. Дарья Вологжанина о том, почему важно это сделать. Активная фаза болезни стала проявляться у сыктывкарки Нины в 2019 году. У девушки стремительно начал падать вес, появилась слабость и признаки отравления. Поставить диагноз целиакии ей смогли только спустя 9 месяцев. В первую очередь, это как пищевое отравление, со всеми последствиями. И это реакция организма каждый раз при употреблении глютена. И это может быть не осознанно, то есть человек где-то следы. Я потрогала пшеничный хлеб обычный, и его можно, к счастью, трогать, и потом взяла свою еду, покушать яблоко, для меня это уже следы, и для меня это уже опасно, это может быть пищевое отравление. Я не умру в моменте, слава богу, но у кого-то это суставные боли, у кого-то это туман в голове, слабости, просто выпадение из социальной жизни от одного до нескольких дней, в зависимости от степени, сколько съел этих попало или глютена, или следов. Похожая история и у ухтинки Ирины Сюткиной. Редким генетическим заболеванием страдает и сама женщина, и ее дети. Старший ребенок сейчас в 1 классе. Старшая пошла в школу, она уже знает все меры предосторожности, и вся еда сертифицированная, приготовленная дома, она носит с собой. Вы домой дома готовите и в термосках с собой ребенок забирает? Бесплатный набор безглютеновых продуктов – федеральная поддержка, которая доступна только детям, имеющим инвалидность с этим заболеванием. Тем не менее, по данным регионального Минздрава, в Коми есть 24 ребенка, страдающих непереносимостью глютена, но не имеющих статуса инвалида. Я абсолютно разделяю тревогу родителей. То есть быть уверенным 100% в том, что ничего не попадет, даже когда готовят по отдельному меню, очень сложно. И первая наша задача – создать условия в столовой или еще где-то, чтобы ребенок мог разогреть ту еду, которую он приносит с собой. Не только разогреть, он ее смог хранить сначала, то есть чтобы был ответственный классный руководитель, учитель или кто-то из организации питания, столовой. Люди с целиакией могут вести привычный образ жизни только если не употребляют в пищу глютен, который содержится во всех злаковых. Им приходится готовить пищу в отдельной посуде со специальными безглютеновыми смесями. Такое питание обходится в копеечку. Ранее Центр управления регионом зафиксировал проблему отсутствия финансовой помощи подобным больным. Меру социальной поддержки для детей с целиакией Минсоцтруду поручил разработать глава Коми Владимир Уйба. Мы изучили всесторонне этот вопрос, в том числе опыт субъектов Российской Федерации, и разработали соответствующий законопроект. Проектом закона в настоящее время предлагается установить ежегодную денежную выплату в размере 24 тысяч рублей для семей, которые воспитывают детей, страдающих целиакией. По данным Министерства здравоохранения, в Республике Коми в настоящее время проживает 24 ребенка, которые не имеют соответствующую инвалидность по заболеванию, но имеют такое заболевание целиакия. Минсоцтруд проанализировал все предложения на рынке. По данным исследования ведомства, даже самая недорогая безглютеновая мука стоит около 400 рублей за килограмм. В месяц такой муки нужно от 3 до 5 килограммов. Это в среднем 2000 рублей. Умножаем на 12 месяцев и получаем сумму выплаты 24 тысячи рублей. Выплату планируют установить с этого года. Чтобы ее получить, нужно будет обратиться в Центр социальной защиты населения с соответствующими документами. Какими именно, будет известно чуть позже. Дарья Вологжанина, Роман Боровиков, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.